В этом году приняты беспрецедентные меры по социальной поддержке наиболее уязвимых категорий граждан, в том числе потерявших работу в связи с коронавирусными ограничениями, а также семей с детьми. Исполнение программы социальной защиты населения в Коми получило высокую оценку независимой экспертизы, а сегодня и от парламентариев Коми во время бюджетных слушаний. На предстоящий период все социальные обязательства остаются в плане финансирования также неприкасаемыми. К тому же с 1 января 2021 года все выплаты будут проиндексированы. Подробности у Ольги Коняевой. Вопросы соцзащиты и занятости населения в условиях пандемии обрели особую актуальность. Отдельное внимание пожилым и маломобильным. За помощью в доставке продуктов и лекарств можно обратиться в Центры социальной защиты. Регион уже пережил пик обращений по безработице. Она в какой-то момент выросла на 15%, возможно, и за счет резко увеличенных пособий для неработающих и даже их детей. Сейчас ситуация налаживается, и уже на следующий год финансирование поддержки безработных сокращается на 600 миллионов или на треть по отношению к этому году, что, конечно, вызвало вопросы у депутатов. На будущий год у нас подтверждены финансирование по всем программам, кроме программы временных работ, пострадавшим против пандемии. Но мы надеемся, что в будущем году уже это будет меньшее влияние на экономику. С нашей точки зрения, по тем критериям, которые мы выделяли, их будет достаточно для того, чтобы реализовывать все программы. 1 300 000 на поддержку семей с детьми приняты еще в 2019 году, а также дополнительные выплаты в период ограничений компенсировали потери многим жителям. В Коми не стало больше малоимущих. Сейчас их 52 тысячи человек. Бюджет программ в 2020 году составил почти 16 миллиардов рублей. Треть из федерального бюджета и львиная доля – это социальные обязательства перед населением. Больше 80 видов выплат получает почти треть жителей региона. Акцент на семьи с детьми – это один из национальных проектов. Но и региональная поддержка за третьего ребенка, а теперь еще и за первенца уже приносят свои плоды. Региональный семейный капитал. Более 1000 семей получили поддержку при рождении первого ребенка, первенца. И если посмотреть динамику, то количество первенцев, доля первенцев выросла на 1%. Вроде как невысокая цифра, но это подчеркивает, что впереди есть у нас перспектива, что количество первенцев будет расти. Охват семей, получающих поддержку, растет за счет продления выплат, например, с 1,5 до 3 лет ребенку, или изменения критериев по сумме душевого дохода. Однако помощь федеральная и региональная пока рассчитана больше на семьи с маленькими детьми, считают депутаты. Дальше, когда ребенок идет в 5 класс, там 5, 6, 7, там, возможно, до 12 лет, до 14, когда дети еще сами не могут даже в трудовых отрядах работать. В этом плане, значит, в семье происходит такой резкий провал в их финансовом обеспечении, скажем так. Поэтому здесь надо проанализировать вместе с комитетом, наверное, насколько выплаты равномерно распределены, и подумать о том, чтобы перераспределить именно на те семьи, у которых дети переходят в 5 и так далее классы. Преодоление бедности к 30 году наполовину. Такую задачу поставил президент. Сейчас за ее чертой примерно каждый 7-й житель Коми. Но не только с помощью выплат. Социальный контракт – это уже трудовая адаптация. Заключили с регионом 4000 малоимущих семей с детьми. И еще есть ресурсы. В связи с введением режима повышения готовности по предотвращению коронавирусной инфекции нами были приостановлены обучение и стажировка малоимущих граждан. Данное мероприятие не перенесены на осенний период. Вопрос был затруднен поиск работы в связи с тем, что работодатели были вынуждены вводить режим неполной занятости, либо находились в простое. И до конца года планируем исполнить данные расходы на 386 миллионов рублей. По-прежнему острый жилищный вопрос для ветеранов боевых действий и особенно детей-сирот. Финансирование растет, в этом году 419 миллионов. Хромает исполнение, а точнее отсутствует возможность. Исполнение расходов по итогам 10 месяцев текущего года составило 270 миллионов или 64,4% от плана. Отмечается, что за 9 месяцев текущего года в 5 муниципальных образованиях освоение субвенций составило менее 50% от планового объема. Это Вуктыл, Прилузский район, Сыктывдинский район, Ижемский, Усть-Куломский.
Еще в 2 муниципалитетах, Кайгородский и Уссылемский, освоение средств субвенции полностью отсутствует. Сейчас ответственное ведомство, это Министерство образования, индивидуально с муниципалитетами решает вопрос. В плане на 3 года обеспечивать жильем по 260 сирот. Но очередь и судебные решения все равно останутся. И вопрос даже не денежный. Потребность 2 миллиарда, чтобы закрыть полностью очередь, и почти 700 миллионов на то, чтобы обеспечить те, у кого есть на руках уже судебные решения. У нас стоит очень большая проблема, особенно в сельских территориях. У нас нет вторичного фонда жилья, который соответствует тем условиям, установленным к данному виду жилплощади. И если мы сейчас все-таки не начнем строить, то мы в ближайшие годы столкнемся с нерешимой проблемой, что у нас средства будут, а предоставить мы жилье не сможем. А вот в дома-интернаты сегодня очередей нет. К тому же к 22-му в плане расширение Куневского и Тинтюковского интерната. К 24-му строительство корпуса для Летского психоневрологического интерната на 200 мест в Прилукском районе. Это решить проблему противопожарной безопасности. Сейчас там 4 спальных деревянных корпуса. В целом парламентарии высоко оценили исполнение госпрограммы, хотя некоторые вопросы остались, например, по детям войны. К 9 мая им была увеличена выплата до 3000 рублей, но часть не получают ни одной из мер соцподдержки. Сегодня эта категория людей просто ждет хотя бы «дайте нам статус при жизни». И я озвучила цифры, если 5 лет назад постоянно поднимаем этот вопрос, было 65 тысяч. Сегодня таких граждан 31 970. Я вот услышала сегодня, что и Владимир Викторович взял на контроль уже этот закон, и хочется бы все-таки, правильно было бы, чтобы этот закон был принят в этом году. Новое направление в народном бюджете. С 2021 года будут приниматься проекты и по созданию доступной среды. Уже запланировано 6 миллионов, и работать тут есть над чем. Ольга Коняева, телеканал Юрган.